Независимая студия документальных видеофильмов «Асти» представляет Татьяна Рожина, Сергей Сорокин с авторской программой «Как заработать миллион». Приготовьтесь за рубль за проезд. Скоро этот же талон будет стоить целый миллион. Пожалуйста. Такой вот новой прибауткой встречает теперь пассажиров, известная среди сыктывкарцев своим веселым нравом и меткими рифмами, кондуктор-ветеран Фаина Николаевна Одиноких. Инфляция. Сегодня это слово по числу раз на душу населения употребляется никак не реже, чем, к примеру, отдельные популярные слова ненормативной русской лексики. Между тем, слово это имеет латинское происхождение и дословно переводится как «вздутие». В современном же значении оно толкуется так: переполнение каналов денежного обращения избыточной по сравнению с потребностями массой бумажных денег, обесценивающей их. Так что история инфляции, в том числе и в России, напрямую связана с историей обращения бумажных денег. А началось все с манифеста Екатерины II, в котором императрица повелела с 1769 года начать выпуск, эмиссию ассигнаций первых в России бумажных денег. А до того основным средством обращения и платежа в империи были медные деньги, имевшие при всех своих достоинствах существенный недостаток. С укрупнением величины платежа к середине XVIII века возникали немалые сложности при перемещении для совершения денежных расчетов. Так, в 1748 году Михаил Ломоносов вынужден был перевозить свою премию, которой его наградили за выдающиеся научные заслуги, на 2 подводах, так как медная премия в 2000 рублей весила более 3 тонн. Но давайте вернемся к ассигнациям. Вот так они выглядели в последней четверти XVIII века. В центре денежного знака можно прочитать: объявителю сей государственной ассигнации платит Санкт-Петербургский банк 50 рублей ходячую монету. Правительство Екатерины II понимало, что чрезмерный выпуск ассигнаций может подорвать их покупательную способность. Императрица даже торжественно обещала в 1786 году не выпускать банковских ассигнаций свыше 100 миллионов рублей. Однако уже через 2 года это обещание было нарушено. Так началась первая в истории России инфляция, которая растянулась и на время царствования Павла I, и на первые годы нахождения на троне Александра I. В 1810 году за рубль ассигнациями давали уже только 25 копеек серебром. В те времена такая 400% инфляция, смехотворная в нашем сегодняшнем понимании, произвела столь сильное впечатление на правительство, что оно на длительное время решительно отказалось прибегать к чрезмерному выпуску бумажных денег. В результате реформы 1839-43 годов Россия перешла от ассигнаций к кредитным билетам, разменным на серебро. За 1 рубль ассигнациями их держатели получали около 29 копеек серебром. Произошла так называемая открытая девальвация. Однако за первые же 10 лет, прошедших после реформы, новый полновесный кредитный рубль вновь обесценился. Теперь уже по отношению к серебряному рублю почти в 3 раза. В условиях постоянного дефицита государственного бюджета опять начались инфляционные процессы. То повышаясь, то понижаясь в цене, кредитный рубль пребывал в таком жалком положении вплоть до самого конца прошлого века. Именно к этой эпохе финансового безвременья относится звонкая фраза Салтыкова-Щедрина: «Нынче за рубль полтину дают, а завтра в морду давать будут». Кто бы мог подумать тогда, что в последние годы царствования Александра III и в начале императорства Николая бюджет выправится настолько, что доходы государства будут превышать расходы, а бумажный рубль после реформы 1897 года будет в течение ряда лет обмениваться на золотой эквивалент из расчета 1 к 1. Серебряная же монета будет ходить только в качестве разменной, и извозчики в России объявят чуть ли не забастовку, протестуя против того, что вместо бумажных денег с ними расплачиваются серебром, груз которого приводит ветхость кармана их рабочего платья. Обо всем этом, а также о невиданной гиперинфляции времен Гражданской войны, когда в обращении были такие вот денежные знаки, в просторечии называвшиеся лимонами, в следующей программе «Как заработать миллион». Информационно-коммерческое бюро КОМИ АБ – это установление перспективных внешнеэкономических контактов, юридические, аудиторские, консалтинговые и маркетинговые услуги по заявкам правительственных и предпринимательских структур республики. КОМИ АБ – это создание совместных предприятий с участием компаний и фирм из Дании, США, Голландии, Германии, Люксембурга и других стран.
Коми АБ – партнер фармацевтической компании Merck Sharp и Dohme, входящей в десятку самых процветающих компаний мира. Коми АБ – это привлечение иностранных инвестиций в реализацию крупных проектов на территории Республики Коми. Месяц тому назад мы имели честь уведомить вас, господа, об увеличении суммы денежного приза для победителя нашего традиционного конкурса идей. Таким образом, если предыдущие лауреаты, студент педагогического института Антон Семенов и член-корреспондент Российской академии естественных наук Яков Юдович получили в награду за победу по 10 тысяч, то сегодня автор идеи, которая будет признана лучшей, станет обладателем суммы 15 тысяч рублей. Затем коротко о претендентах, с предложениями которых вы познакомились в ноябрьской программе. Режиссер телевидения Николай Аникин наглядно продемонстрировал, как из мертвой воды, которая течет в водопроводных трубах наших домов, можно получить живую воду, годную для употребления вовнутрь. Автор идеи убежден, что тот, кто займется производством очищенной воды для свободной продажи населению, очень быстро станет богатым человеком. Инженер Сыктывкарского монтажно-наладочного управления Вадим Горбунов предлагает приспособить при хозмагах типа «Сделай сам» небольшие мастерские, оборудованные станками и другими нехитрыми приспособлениями для всякой несложной ручной работы. По расчетам автора предложения, арендная плата, которую магазин будет брать за пользование оборудованием такой мастерской, в течение года может составить кругленькую сумму со многими нулями. Заместитель директора по коммерции одной из туристических фирм Сыктывкара Александр Еремишинский придумал новую игру «Автолото». Взяв за основу принцип розыгрыша спортивной лотереи 5 из 36, автор вместо абстрактных чисел предлагает заполнить клетки номерами автобусов городских маршрутов. При этом призовой фонд получает победителей, а прибыль от розыгрыша идет организаторам игры, а также на нужды тех автобусных маршрутов, номера которых выпадают на лототроне в очередном розыгрыше. Слесарь-жестянщик Ухтинской птицефабрики Юрий Зайцев изобрел ветряной двигатель, позволяющий увеличивать его мощность, не увеличивая диаметра рабочего колеса. Этот экологически чистый источник энергии может, по мнению изобретателя, с успехом использоваться в небольших населенных пунктах, дачных поселках. Обладатель патента убежден, что тот предприниматель, который наладит серийный выпуск двигателя, за 2-3 года заработает сотни миллионов рублей. Тренер по конному спорту Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума Елена Лихачева и третьекурсница этого же техникума Маша Колесникова мечтают создать частную племенную конеферму. Во всем мире это считается доходным бизнесом. Необходимо только время и фанатичная любовь к животным. Кроме продажи чистокровных лошадей, девушки хотят заняться организацией школы езды верхом и конным туризмом. Ростислав Мельников, вице-президент акционерного коммерческого банка Коми-банк. Я бы отдал предпочтение проекту Николая Аникина, суть которого заключается в получении чистой воды из загрязненных источников или из загрязненной водопроводной воды. Тем более, что этот проект не требует больших капитальных затрат, и в наших северных условиях можно очень быстро получить соответствующую прибыль. Игорь Туркин, генеральный директор информационно-коммерческого бюро Коми АБ. Но я думаю, что победила идея девушек Маши и Лены. Во-первых, потому что она оригинальна. Во-вторых, потому что она жизнеспособна. В-третьих, потому что, я считаю, она способна принести немалые деньги. Естественно, что это требует инвестиций определенных, но с другой стороны, я убежден, что в ближайшее время очень много богатых и средних богатых людей захотят либо сами покататься на лошади, либо просто покатать своих детей, либо, в конце концов, просто купить лошадь для своих детей. Владимир Липатников, председатель Союза предпринимателей Республики Коми. К сожалению, посмотрев очень внимательно передачу 1 ноября, значит, я не могу отдать предпочтение ни одному из участников, поскольку те предложения, которые ими были высказаны или предложены, по моему мнению, не соответствуют уровню идеи. Могу только высказать уверенность, что в связи с увеличением призового фонда появится все-таки дельные, хорошие идеи, реализовав которые можно быстро заработать миллион. Михаил Глузман, президент акционерного общества «Ильич». Прежде всего, я хочу отметить, что от конкурса к конкурсу идеи все более зрелые и все более полезные, так можно сказать, для общества. А из тех идей, которые высказаны, оригинальная идея насчет воды, но я думаю, что просто посмотрев эту передачу, руководители городского водоканала сделают выводы, мы будем пить воду чистую, а не
грязную. Вот, из водопровода, не подвергая специальной обработке. Вот. А из тех идей, что вы сказали, я считаю, что вот, ну, не я считаю, я думаю, мне больше всего нравится идея, которая высказана девушками. Вот, Еленой Лихачевой и Машей Колесниковой об организации племенной фермы. Очень хорошая идея. Лена, Маша, я хочу вам сказать, что наши эксперты, члены жюри, решили отдать вам предпочтение в нашем конкурсе, и вы стали победителями нашего конкурса «Как заработать миллион». И я хочу сейчас вам вручить приз в 15 тысяч рублей, но в твердой валюте, которая не подвержена инфляции. Пожалуйста, вам на двоих. Держите. Вы, я надеюсь, не разочарованы нашим призом не в рублях, а в валюте? Удивлены? Не ожидали. Куда вы потратите эти деньги? Купим лошадь, еще одну. Уже знаете, какую? Знаем. Можем посмотреть? Можно. Века. Рысачка. Итак, победительницы ноябрьского конкурса программы «Как заработать миллион» Елена Лихачева и Маша Колесникова. Очередные этапы конкурса в этой и следующих программах. Ждем ваших предложений по адресу 167-001, Сыктывкар, абонентский ящик 1130 или по телефону в Сыктывкаре 3-26-04. Акционерный коммерческий Комибанк – один из крупнейших кредитно-финансовых институтов России. Акции Комибанка – ваша защита от инфляции. Если вы помните, господа, было в нашем Отечестве такое славное время, когда новости все еще были запрещены, а за анекдоты уже не сажали. Советские люди обожали рассказывать друг другу анекдоты. Помните? Ночь, психбольница. Один псих отрезал другому голову и предвкушает. Вот смеху-то будет. Утром Васька проснется, а голова в тумбочке. Вот убей меня Бог, сам не знаю почему, но после знакомства с некоторыми оригинальными идеями, пришедшими на конкурс «Как заработать миллион», вспоминается именно эта веселая история из жизни психбольницы. Впрочем, судите сами. 15-летняя Лена К. из Сыктывкара как-то раз сильно задумалась и прислала на конкурс вот такую, восхитившую нас своей непосредственностью, идею. Приговоренные к высшей мере наказания получают последний шанс еще немного пожить на этом свете. Шоу, в котором они принимают участие по собственному желанию, называется как-нибудь весело. «Удачная охота», к примеру. Правила игры простые. Побеждает тот, кто остается в живых. Перестрелки, погони, засады. Все это привлекает многочисленных зрителей, которые платят немалые деньги за доставленное удовольствие. В результате городской бюджет пополняется многими миллионами, а единственный уцелевший победитель веселых состязаний получает вожделенную свободу и лавры чемпиона из рук благодарной милиции. Такая вот замечательная игра, придуманная на досуге девочкой Леной. Не менее сильно порадовал нас и сыктывкарец Валерий Витальевич С., подробно изложивший в своем письме аж целых 4 идеи и пообещавший прислать еще. Вот, к примеру, одна из них под кодовым названием «Ловля зайцев». Все происходит стремительно. Через несколько секунд после отхода автобуса от остановки водитель нажимает специально приспособленную кнопку и блокирует всех компостеров в салоне. В результате, пишет Валерий Витальевич, мы имеем много свежих зайцев без алиби. Штрафуй только, да считай денежки. Правда замечательно? Ежели же кто зауправится, продолжает далее автор письма, то автобус на полном ходу мчится к ближайшему отделению милиции. А уж там-то разговор будет короткий. Очень по душе пришлась нам и другая идея Валерия Витальевича под условным названием «Ловля несовершеннолетних лиц противоположного пола после 8 часов вечера». Минимальный штраф за аморалку в виде поцелуев и прочих мерзостей должен быть по расчетам автора никак не менее 200 рублей с носа. В случае же повторяемости задержания сумма штрафа удваивается, утраивается и так далее. В заключении своего письма Валерий Витальевич в скором времени пообещал порадовать нас новыми идеями. Ну что ж, премного благодарны, ждем с нетерпением.
ваши идеи по нашему телефону 32604. Комисельхозбанк – ключ к вашему благосостоянию. Наш адрес – Сыктывкар, улица Ленина, 53. Телефон 223-23. Комисельхозбанк. В энциклопедическом словаре Брагауза и Эфрона среди судоходных рек России упоминаются и реки Коми-края. В одном только 1861 году по Лузе, Выми, Вычеге, Сысоле было перевезено товаров на миллионы рублей. Зарабатывать миллионы можно разным способом. Но, наверное, всегда во все времена было выгодно, доходно заниматься извозом. Ну, разумеется, товары ведь кто-то должен доставлять к месту продажи. Здесь дорог-то железных не было в 19 веке. В основном возили вот на санях, на телегах. А в конце 19 века появился новый вид транспорта – это пароход. Дело было очень выгодным. И не случайно местные купцы и предприниматели быстро смекнули это, и некоторые обзавелись своим пароходом. Вот на Выми был такой купец Козлов, он 2 парохода имел. Гурылев, владелец Сереговского завода, 2 парохода имел. Но это были кустари-одиночки, скажем так. Быстренько более предприимчивые люди и богатые поняли доходность этого дела, и уже в 1898 году образуется акционерная компания «Северное пароходное общество», Архангельск-Котласк-Мурман, которая быстренько прибирает все это дело к своим рукам. Рассказывает этнограф Михаил Рогачев. И уже к 1914 году, например, по нашим рекам плавает более 40 пароходов. Это становится уже видом транспорта обычным, скажем так, теряет свою экзотику. А земство всерьез обсуждает проблему о том, как осветить фарватер, скажем, от устья Сысолы до пристани, которая вот буквально здесь была, в Иссысойске, рядом. Как способствовать пароходному сообщению, более передовому виду транспорта в то время. И надо сказать, что Северное пароходное общество акционерное получает с этого очень большие доходы. Оно возило здесь все, от ножниц до пшеницы, от клеенки, книг, там, я не знаю, мелочей всяких, до мощных вот перевозок леса и хлеба. И не случайно этими услугами пользуются торговые дома Усть-Сысойские, и за счет вот этих перевозок они существенно повышают свои прибыли, в частности и торговый дом Дербенева. Ну, сегодня пароходство у нас в застое, как известно, а может быть и стоит кому-то из предпринимателей купить свой пароход, да восстановить это доходное дело. Наверное, это было бы интересно. Друзья, прекрасен наш союз. Союз предпринимателей Республики Коми. Ян Ладанов, начальник хозяйственного управления Дома печати столицы республики. Моя идея, как заработать миллион, заключается в том, как создать охрану квартир. Ну, в частности, вот о дверях. Видим, что конструкция дверей построена таким образом, что она открывается, дверь открывается вовнутрь квартиры. Это было выгодно в период опричнины, не только царской, но и сталинской. А если вспомнить историю создания квартир и дверей тех же самых избах, коми-деревнях, то там совершенно другая конструкция. То есть она повернута на 180 градусов. Но это связано, скажем, с лесными избушками, когда человек охранял себя от крупных зверей. Ну а сейчас настало время охранять свои квартиры от двуногих зверей. И я думаю, что если эту конструкцию заменить, то есть развернуть на 180 градусов эти двери, то уже будет сложнее попадать этим зверям в квартиры. Можно создать другие системы, скажем, звуковую, световую, сигнализацию. Ну, например, я бы предложил так: на магнитофон записать лай или
рык какого-нибудь крупного пса, ну и типа вот автоответчика. Вот. Хозяин ушел, включил этот автомат, звонок раздается, идут рык. Естественно, человек задумается, зайти, не зайти. Но идей таких много. Я бы все, скажем, сегодня не сказал, иначе как я заработаю этот миллион? Но надо создать, я думаю, группу или фирму, как угодно назовите, малое предприятие сейчас. Группу людей, которые бы именно занимались вот созданием таких вот систем охраны квартир. Профессионально, да. И я думаю, люди, которым есть что прятать за этими дверями, с удовольствием бы купили такую идею. Ну а я бы заработал свой миллион. Борис Фомичев, инженер механики Сыктывкара. Моя идея заключается в том, что надо помочь рыбакам. Каждый выходной на водоемы отправляется масса рыбаков. К сожалению, недостаток рыбаков в наживке. Отличная наживка для рыбалки – личинка мухи. Или, как говорят, опарыш. Опарыш произвести или вырастить очень просто. Для этого не требуется ни сложных технологий, ни дорогостоящего оборудования. Надо иметь только тепло, свет и пищевые отходы. Практически даровые. А остальное все сделает мухи, доделает эту работу. В подтверждение моего предложения я могу сказать с полной ответственностью, что это дело очень рентабельное и выгодное. В одной из скандинавских стран, в частности в Швеции, построена целая фабрика. На этой фабрике выращивают этих опарышей. И не только беленьких, а и разноцветных. Розовых, зелененьких, синеньких. И этим опарышем снабжаются все скандинавские страны. Рыбаки, естественно. Поэтому, внедрив вот это предложение, я не сомневаюсь, деловой человек, который возьмется за это дело, буквально в течение года заработает миллион без сомнения. Вот взять, к примеру, у нас сейчас привозят в Сыктывкар, в зоомагазин из Кировской области мотыля, личинку комара. За этим мотылем огромная очередь выстраивается рыбаков. И цена этого мотыля на сегодня 1000 рублей килограмм. Вот аналогичное положение будет и с опарышем. Мы можем реализовать его здесь и в Сыктывкаре, и в близлежащих населенных пунктах, а может быть даже за пределы республики. Это очень интересное дело. Ну и попутно скажу, что отдых на рыбалке – это самый хороший, самый лучший вид отдыха. Как говорят, день, проведенный на рыбалке, Богом не засчитываться в жизни. Женя Александров, воспитанник первого курса лицея при Сыктывкарском государственном университете. Суть моей идеи такая. Я предлагаю в таких подвалах, которые мы видим сейчас, это пустующий подвал, каких в городе Сыктывкаре много, я предлагаю в таких подвалах выращивать зелень. Это петрушка, укроп, салат и даже такой деликатес, как грибы-шампиньоны. Зимой особенно чувствуется дефицит витаминов, и поэтому горожане, наверное, с удовольствием будут покупать такую зелень, и на этом можно заработать немалые деньги. И можно иметь приличный доход. Ну, а что касается платы за такое помещение, то, наверное, обустройство и аренда будет минимальная. Надежда Суворова, повар одной из сыктывкарских столовых. Ну, я хотела бы начать с того, что на моей идее, конечно, миллион не заработаешь, я считаю, но те, кто воспользуется моей идеей, миллион заработать спокойно может.
Моя идея заключается в том, что я предлагаю создать на базе моей квартиры домашний детский сад. В моем детском саду, в домашнем детском саду я предлагаю свободное посещение. То есть вовсе не обязательно привести ребенка к 8 часам утра и увезти до 6 вечера. Родители могут привести своих детишек сюда в любое удобное для них время. И я предлагаю также по субботам приводить ребенка, вообще детей сюда, в детский сад. Вы можете помочь людям, деловым, предпринимателям сэкономить время и таким образом заработать миллионы, так я понимаю? Да, вы все правильно поняли, потому что сейчас в наше такое нелегкое время, во-первых, я бы хотела, чтобы молодым родителям было полегче, особенно вот выходные дни, вечером. А потом вот эти молодые люди, они сейчас энергичные, предприниматели, они могут это свободное время употребить в пользу себе, не беспокоить за своих детей. С идеями на сегодня все. Очень хочется надеяться, что и через месяц, в день нашего очередного выхода в эфир, хотя бы некоторые советские денежные знаки еще будут иметь хождение на территории России, и у нас не возникнет трудностей с вручением приза. В конце концов, 15 тысяч рублей пока еще деньги, а потому мы ждем ваши идеи на конкурс по телефону в Сыктывкаре 32604. Вот эта пачка весит чуть меньше 1 килограмма, а стоит 5 миллионов рублей. Чтобы получился миллиард, необходимо 200 таких пачек. Может ли кто-нибудь в нашей республике мечтать о том, чтобы хоть раз подержать в руках подобную сумму? Я имею в виду, конечно, не банковских работников и не инкассаторов, а рядовых граждан или коммерсантов. Может, и не только подержать, и даже не 1 миллиард. В нашей республике нашлись рядовые граждане-коммерсанты, умеющие варить деньги почти в буквальном смысле из воздуха, при помощи фальшивых финансовых документов с завораживающим итальянским названием «авизо». Слово это начало свой свистящий полет над страной еще в конце мая, когда первые фальшивые авизовки обнаружились в расчетно-кассовом центре Главного управления Центробанка России по Москве, а уже в конце июня они достигли и Воркуты. Валерий Борисовский, заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Республики Коми. Впервые в истории Коми-республики и, наверное, в истории всего нашего государства такие значительные суммы были похищены путем совершения таких банковских операций, путем запуска в оборот фальшивых авизов. Так что же такое авиза? Это, в общем-то, банальный бухгалтерский документ, разрешающий тому или иному предприятию через обслуживающий его банк получить сумму, которую выплачивает ему его контрагент. Фальшивость тех авиза, дела о которых сейчас расследует МВД Республики, состоит в том, что никаких контрагентов, заявленных в документе, у получивших миллионные и миллиардные кредиты предприятий попросту нет. А на воркутинских авиза нет даже и печати РКЦ Москвы, откуда они якобы поступили. Разновидностью авиза являются также телетайпограммы, которые принимаются к операциям в банках при наличии соответствующих кода и пароля. Интересно, однако, что такую телетайпограмму можно отослать с любого телетайпа из любой точки земного шара при помощи несложного ручного набора. В общем потоке поступающих бумаг банкирам чрезвычайно трудно распознать фальшивку. Преступнику же важно быстрее получить наличные, которые затем, как правило, конвертируются в зарубежные банки, благо суммы позволяют, либо просто крупно отовариваются. Именно так произошло с деньгами, высосанными при помощи фальшивок из некоторых банков Сыктывкара и Усинска. Уголовное дело возбудили 11 августа по факту обнаружения фальшивых авиза на 2 миллиарда 980 миллионов рублей. Сегодня, что практически все деньги, которые были запущены в оборот по фальшивым авизам нашей республики, все возвращены нашему государству или нашей республике, можно так сказать. Вот такая идея реализована в банках нашей республики. Она и ее автор без сомнения смогли бы претендовать на премию студии ОСТИ в 15 тысяч рублей, если бы наша программа называлась не «Как заработать миллион», а, скажем, «Как украсть миллиард». Согласитесь, идея, требующая для своей реализации таких сумм, может участвовать в нашей программе только вне конкурса. Спонсоры программы: Союз предпринимателей Республики Коми, акционерное общество «Илыч», информационно-коммерческое бюро Коми АБ, акционерный коммерческий банк Коми Банк. И напоминаем, вы смотрели программу независимой студии документальных видеофильмов «ОСТИ. Как заработать миллион». В создании программы участвовали ее авторы: Сергей Сорокин, Татьяна Рожина, журналист Валерий Черницын, оператор Николай Богданов, Лев Смирнов, звукорежиссер Нина Елькина, художник Владимир Рожин, видеоинженер Альберт Ялков, в игровых сюжетах самодеятельные актеры Сыктывкарского театра студии «Эскиз» под руководством Александра Степанюка. Авторы благодарны за помощь в создании программы Сергею Елькину, Владимиру Карманову, Евгению Гордееву, Ивану Федорашко, Ольге Постиной.